Социальное такси будет предоставлять услуги тем, кто в этом нуждается, помогая маломобильным людям и обеспечивая им доступ к необходимым медицинским и социальным услугам. Это значимый шаг к улучшению качества жизни граждан республики. Теперь люди с ограниченными возможностями смогут спокойно вызвать такое такси и без проблем добраться до места назначения. 3 оборудованные машины для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья передали в город Сухум и Гудаутский, Ачамчирский районы. Но этим видом транспорта можно будет пользоваться по всей стране. Мы следим часто за новостями, за комментариями под постами. Команда проекта это очень сильно регулирует. Мы смотрим и хотим поблагодарить за прекрасные комментарии, за слова благодарности. Также хотим разъяснить, слово такси некоторых смущает. Речь идет о полностью социальном проекте, проезды будут бесплатные. Вице-премьер Республики Абхазия Вараздат Минасян отметил важность и актуальность такого проекта. Он поблагодарил губернатора Нижнего Новгорода за предоставление транспортных средств. Также вице-премьер выразил слова благодарности команде Абхазии, Народному фронту, сотовым компаниям и компании Абсны Ойл. У нас есть большая потребность в этом такси социальном, и оно улучшит жизнедеятельность, даст высокое качество проезду наших граждан, которые ограничены возможностями. Вот этот социальный наш слой населения, который ждал очень большое время это такси, оно считаю очень актуальным в сегодняшний день и поспособствует улучшению их жизнедеятельности. Как представитель правительства по поручению премьер-министра финансовое обеспечение правительства берет на себя этого проекта социального. Всем желаю удачи в нашем хорошем деле. Социальное такси работает на базе Министерства соцобеспечения. Водители специального автотранспорта прошли обучение на базе Минздрава Абхазии. Потребность в таком виде транспорта назрела уже давно. На сегодняшний день более 500 жителей Республики Абхазия – потенциальные пассажиры социального такси. С сегодняшнего дня будет работать данная услуга. Социальный транспорт будет предоставляться по заявкам лицам, нуждающимся в таком обслуживании, совершенно бесплатно, на безвозмездной основе. Машины будут обслуживать, каждая машина будет обслуживать определенный район. Машины переданы в Министерство социального обеспечения. На сегодняшний день они приняты на баланс и будут непосредственно обслуживаться нами с помощью тех средств, которые на это предусмотрены, и при помощи команды Абхазии и правительства Нижегородской области. Всего 3 машины на сегодняшний день будут обслуживать наше население. Возможно, дальше проект будет расширяться и расти в соответствии с потребностью и заявками. Очень здорово, что здесь в такой проект включаются абсолютно все. И социальная защита принимает эти машины, здравоохранение обучает водителей тому, как безопасно и правильно, если что, оказывать помощь. Коллеги из бизнеса помогают с топливными картами, с сим-картами и так далее. Очень хотелось, чтобы этот проект здесь дал новое дыхание вообще развитию социальной сферы, потому что время пришло. Гендиректор АНО команды Абхазии Георгий Габуня подчеркнул, что команда Абхазии дальше будет выходить с различными инициативами благодаря таким друзьям, как Народный фронт России, руководство Российской Федерации при поддержке руководства республики. Сегодня одна из этих машин находится на выезде. Всего машин 3. Мы планировали показать все 3 здесь на площади, но мы решили, что выезд к нуждающимся это важнее, чем вот эта вот официальная часть. Я сегодня передаю все технические, скажем так, возможности. Это телефонные номера с коротким номером 0909 для абонентов Аквафона и Мобайла, которые могут для наших людей нуждающихся, это будут бесплатные звонки. Более того, компания Абсны Ойл предоставила нам топливо в объеме, который позволит функционировать данному проекту до конца текущего года, а со следующего года в бюджете Республики Абхазия предусмотрены соответствующие средства для того, чтобы этот проект дальше продолжал жить. Уже был проведен определенный объем работы, связанный с технической наладкой этого проекта. Создана диспетчерская служба, водители прошли специальный курс подготовки. Министр здравоохранения Абхазии лично провел инструктаж для непредвиденных обстоятельств. На сегодняшний день все машины укомплектованы. Проект реализован командой Абхазии при поддержке правительства Нижнего Новгорода и Народного фронта России. Айлита Арутина, Рамукамкия, Абхазское телевидение.